Deci buraya yaşıyoruz. Timone kılışkodea. Кашмелен тунне берпунети урок мы. Удмурткил карантин дырья не мог курс мылен берпунети урокес. Дальше жмети урок мы. Тауба джимкин тунне лыктиз. Спасибо большое, кто сегодня пришел на последнее занятие нашего карантинного курса. Вот. Ожем Куцком Ужаны. Итак, давайте начнем нашу работу сегодня. Тунне урока мы. Значит, сегодня урок такой и воспоминания, с одной стороны, с другой стороны, мы возьмем те темы, которые, на мой взгляд, стоит взять еще на вот этом начальном курсе. Значит, сегодня мы с вами возьмем суффиксы глаголов и вообще поговорим про глаголы более подробно, потому что, как я уже сказала, удмуртский язык, он такой глаголоцентричный. У нас очень много депричастий, у нас очень много причастий, у нас много разных таких форм от глагола образованных, причем мы взяли не все, да, потому что есть еще другие формы, которые, на мой взгляд, стоит брать чуть позже, хотя они очень часто встречаются в удмуртском языке. Дальше по просьбам учащихся будут сложные предложения, то есть сложно подчиненные, сложно сочиненные. И будут две такие темы, которые, на мой взгляд, помогут вам сойти за своего. То есть, во-первых, это такие подражательные слова, которых в удмуртском языке неимоверное количество. О них я расскажу вот в тот момент, когда мы к ним подойдем. И вводные слова, которые тоже нам помогают какое-то свое отношение к действительности представить. И плюс также как бы они уже такого уровня слова, которые позволяют вам показаться как своим человеком, да, то есть выдать себя за удмурта. Итак, значит, тоде вайом. Значит, немножко вспомним, да, на прошлом уроке мы взяли последние кылем-мылем бошьекёс, как я их называю, остатки, последние 4 падежа, которые употребляются чуть реже. Здесь вот те предложения, те ситуации, где эти падежи могут вам встретиться. Например, «Коня час ищен ужаны куцкишкот». Со скольки часов ты начинаешь работать? И коняёж ужашкот, до скольки ты работаешь. Да? То есть вот я вот эти слайды вам отправлю, ваша задача потом будет самостоятельно ответить на эти вопросы, исходя из этих вопросов построить ответную фразу. То есть у вас в ответе тоже будет вот этот падеж обязательно, да, то есть если исходная точка, то обязательно час ищен, или если, допустим, с 8, то тямыс 8 мы ставим в этот падеж. Тямыс ищен ужаны куцкишко. Да? Или коняёж ужашкот, допустим, до 5. Витёж, да, до 5. Или витчасож, до 5 часов. Кыче метро станчищен, но кыче станчиёж уже ветвышкот. С какой точки, с какой станции метро ездишь, до какой станции метро, да, ну или автобус, если в данной ситуации. Станция, да, по-удмуртски, в удмуртском языке не было своего звука «ц», поэтому он, как правило, заменяется звуком «ч», станчи. И, например, вот поселок Болезино, который крупная железнодорожная станция, его в удмуртской среде, в нашем районе, не называли Болезино там, или поселок, назвали станчия. Станчия Манишкода, ты едешь на станцию, да, то есть буквально ты едешь в Болезино. Да? Или дальше. Кудлань туннетелпельте. В какую сторону сегодня дует ветер? Да? Направление. Если вы не знаете, в какую сторону, оло кудлань, непонятно, в какую сторону, да, то есть вот это у нас оло, такая префикс, приставка, которая добавляется к местоимениям, она дает значение непонятности, неизвестности. Олокин, непонятно кто, оломар, непонятно что, олокытын, непонятно где. То есть вот эти все вопросительные местоимения кытын, кин,
кыты, кытыш, да, они все вот с этим префиксом будут иметь значение неопределенности, неизвестности. Кудлань, вот суффикс лань, вспоминаем, да, предельный, он не предельный, он направительный, да, то есть указывает направление. Он может заменяться послелогом пала. Вот здесь вот вы видите примеры. То есть лымшор лань на юг, либо лымшор пала на юг. Пал – это сторона, то есть буквально в южную сторону. Мускоти, кыты, порьяны или калгыны, да, более северный вариант, яратишкот. Здесь, смотрите, мускоти по Москве, да. Здесь вы, конечно, могли бы сказать в Москве, мускоин, кыты, да, где в Москве любишь. Вот, но можно сказать и мускоти по Москве, где любишь гулять. И ответ может быть парк-ти, да, без соединительной гласной парк-ти или парке-ти, парк-ти. Вот, то есть может быть и соединительная гласная, это уже от вас зависит, как вам легко произнести сочетание согласных или нет. Ишкар-Ищен, Мосхойшка, Няньшкем. Сколько километров, да, от Ижевска до Москвы? Исходная точка и предельная точка. Кытыщентон матыш эшанет помешкит. Где ты, в какой точке? То есть здесь тоже ты встретился со своим близким другом, тоже есть некоторая исходная точка. Кычаарыщен, кычаарощ университетым вышецкит. С какого года по какой ты учился в университете? Да, здесь тоже исходная точка и финальная точка. Кычадырыщен тонудмурт кылыдышецкий шкот. С каких пор? Да, дыр – это время, дырыщен – с какого времени ты учишься удмуртскому языку. Кудлань или кутпала сижил тлобурдос лобо. В какую сторону, в каком направлении осенью птицы летят. Да? Вот если вы хотите там, например, про удмуртский сказать с детства, то вы можете использовать конструкцию пинал дырыщен. Буквально со времени детства. Да? Или если с весны хотите сказать, то вы ставите слово «весна» в этот падеж. Что вы сыщен? Угу. Мой. Это вот в качестве повторения мы с вами разобрали все 15 падежей, да, что с притяжательным суффиксом, что без притяжательного суффикса, то есть и простое, и притяжательное склонение. Дальше. Корон, кыльёс, глаголы, да, тут для тех, кто не ужинал, или, не знаю, у кого обед еще, может быть, вот такая слюновыделительная картинка с перепечами, да, кто не знает, вот так именно выпекаются перепечи, то есть они ставятся на угли, и чтобы рядом был еще открытый огонь. Итак, значит, еще раз повторюсь, что удмуртский язык глаголоцентричный. Главное, что надо запомнить, что у нас два типа глаголов. Да, глаголы на «ыны» и глаголы на «аны», «яны. И практически все, что образуется от глаголов, оно образуется при помощи отсечения для первого типа суффикса «ыны», а для второго типа «аны», «яны». То есть мы работаем с этими основами. Да, точнее, вот во втором типе мы суффикс «ны» только отсекаем. Обычно мы работаем с длинной основой во втором типе, то есть «вала», «ужа» и так далее. То есть основа заканчивается на гласную. А в первом типе мы обычно работаем с основой, которая заканчивается на согласную. Отсекаем «ыны». И поэтому нам очень важно в первом типе глаголов обращать внимание на конечную согласную в основе, в корне слова. Потому что вот это правило «дезеленесет», мягкая она или твердая, это вот прям на зубок надо знать. Итак, что мы можем образовать от основ глагола? Вообще, что мы можем от глагола образовать? Какие формы? Да? Во-первых, мы можем образовать три времени. Это будущее, это прошедшее и настоящее время. Да? Будущее время у нас здесь такие суффиксы, которые будут, скажем, характерны для этого времени. Это «о», «ё» или «ло» для второго типа. Для настоящего времени будет «шк».
да, в первом, во втором лице шк, например, мон мынышко, тон мынышко, ми мынышко мы, ты мынышко ды и так далее. Для прошедшего времени мы с вами помним, да, у нас два основных прошедших времени. Очевидное прошедшее время, которое образуется при помощи суффикса «и» или «и» с двумя точками, или просто во втором типе у нас просто добавляются показатели лица к основе. И есть неочевидное прошедшее время. Да, у нас неочевидное прошедшее время при помощи суффиксов «м», «ем» или просто «м» образуется и добавляются личные суффиксы. Самая большая разница в чем, да, то есть в самом имени названия уже скрывается. Очевидное прошедшее – это базовое такое прошедшее. Мы были свидетелями, это случилось при нас, и мы были, ну, может быть, мы сознательно это делали. И, скажем так, что это самое часто употребимое время прошедшее. Неочевидное прошедшее время обычно используется в ситуациях, когда мы говорим о действии, которого свидетелями мы не были. То есть, например, Петр Ильич Чайковский родился, там что-то случилось когда-то, свидетелями чего вы не были. Это, может быть, случилось даже вчера, но это я не был свидетелем этого события. Также второе большое значение, когда употребляется неочевидное прошедшее время, когда что-то бессознательно случилось. Я купил, оказывается, то есть я это сделал случайно, несознательно. Я уснул, оказывается, да? И также эта форма отличный отмаз перед учителем. Ой, я забыл сделать домашнее задание. Ой, я забыл дома тетрадку. То есть я это сделал не специально. Может, если даже специально, но вот эта форма, если вы ее употребите, то уже учитель поймет, что это было как будто не специально сделано. То есть сама форма показывает несознательность вашу. Вот. Дальше про настоящее время сказали, про прошедшее сказали. Вот и про прошедшее мы еще помним, что у нас есть сложные формы прошедшего времени, но все они будут строиться от очевидного или неочевидного прошедшего времени при помощи добавления «вал», «было». Также мы можем построить сложные формы прошедшего времени от будущего и от настоящего. Они будут все немножко разные оттенки иметь. Это мы все проходили. То есть все, что я сейчас говорю, это мы проходили. Я вам просто напоминаю. И вы это все можете освежить при необходимости, заглянув в презентацию или посмотрев снова наши видеоуроки. Вот. Также мы с вами смотрели причастие, да, причастие настоящего времени. У нас причастие тоже делится по временам. Причастие прошедшего времени, которые по форме совпадают с неочевидным прошедшим временем и отглагольным существительным. Дальше у нас были причастия будущего времени с суффиксом «оно», «йоно», «но». И при добавлении частицы «кать», «оно», «йоно» плюс «кать», это причастие будет похоже на причастие с суффиксом «мон». Да? То есть у нас причастий тоже достаточно много. И вот эта форма причастия с «оно», «йоно», «но», она абсолютно совпадает по внешнему виду с конструкцией глагольной, когда нам надо, не надо что-то. Мыным кошконо, мне надо уходить. Кошконо адями, да? Человек, который должен уйти. То есть когда в препозиции, как правило, и относится вот это слово с «оно», «йоно», «но», оно, как правило, значение имеет причастие. Да? Если оно в постпозиции, то это уже, как правило, глагол в конструкции «надо», «не надо». Причастие прошедшего времени, как я уже сказала, совпадают с формой неочевидного прошедшего времени и совпадают с глагольным существительным. И отглагольное существительное с «м», «ем», «м» суффиксов мы используем для конструкции «хочется», «не хочется». То есть по-удмуртски, чтобы сказать «мне хочется спать» и «жеме поте», «мы нам» и «жеме поте», мы используем конструкцию «мне хочется спать». То есть родительный падеж, кому именно это что-то хочется или не хочется. Дальше отглагольное существительное и плюс лично притяжательный суффикс.
Вот. Дальше у нас остались деепричастия, да, то есть деепричастия мы тоже большим блоком смотрели, прям вот все деепричастия разобрали, были такие базовые деепричастия, которые чаще всего употребляются, и были деепричастия, которые такие спорные, которые говорят, нет, это существительные глагольные, которые стоят в падежах, да, это вы помните. И эти деепричастия вот второго типа, которые реже употребляются и такие спорные по грамматической своей форме, вот они очень, ну, часть из них указывает на причину, да, почему я о них еще так вот отдельно говорю, потому что они у нас еще всплывут в сложных предложениях. И вот тут вот блок такой, будущее, императив и форма красным выделена ойдо плюс будущее, которое мы не смотрели. То есть императив, повелительное наклонение, у нас есть формы на ты, которые образуются путем того, что мы отсекаем от основы все лишнее. Например, глагол «мыныны» – идти, «мын», да, иди, «мынеле» – идите. Отрицательная форма просто строится частица «н», «энмын», «энмынеле», то есть частица «н» плюс утвердительная форма. И есть третье лицо, которое при помощи частицы «мед» плюс будущее время используется. И вот ойдо форма, когда значение «пойдем», да, «давай», побудительное такое, мы сейчас его посмотрим, потому что оно важное, и у нас еще его не было. Да? То есть вот это вот общая картина того, как и что мы можем построить от глагола. И это вот те формы, которые мы проходили в течение 17 наших занятий. Вот, и сейчас мы отдельно еще посмотрим форму с ойдо. Да, то есть это рекомендация, призыв, побуждение. Точно, условное забыла. Точно, таубаджимтани. Думаю, что-то не то. Прям уже все умею. Вот, то есть форма ойдо, частица ойдо, очень часто в Удмуртии, даже в русском языке используется айда, это, по-моему, из татарского, мне кажется, в татарском тоже есть такое слово. Вот, позыв, побуждение к общему действию. Если у нас мон плюс тон, то есть я зову тебя, да, пойдем, ойдо мы ном, да, мы используем ойдо плюс форму будущего времени ми. Да, для сравнения, вот я вам здесь разместила в таблице формы будущего времени. То есть ми мы ном, мы пойдем, ми умынеле, мы не пойдем, ми ужалом мы будем работать, ми умужале мы не будем работать. То есть мы берем вот эти формы будущего времени и перед ними ставим частицу ойдо или вай. Да? Вай буквально давай, давать, от глагола вайны приносить. Вай, помните, может быть, еще когда мы повелительное проходили, вай ме, да? Вай дай, ме на. У нас были две формы такие. То есть вай тоже в значении давай, айда, ойдо. Ойдо мы ном, пойдем, вай мы ном, давай пойдем, то есть это синонимичная конструкция. Ойдо умынеле, да, ле здесь факультативное, вай умынеле, давай не пойдем. То же самое со вторым типом глагола ужаны, ойдо ужалом. Ойдо плюс будущая форма для формы ми. Вай ужалом, давай работать. Ойдо умужале, вай умужале. То есть смотрите, в русском языке давай работать. Да, давай плюс инфинитив. В удмуртском языке вместо инфинитива будущее время. Да, то есть это запомните. Если форма мон плюс ти, то есть вас много, мы добавляем к частице ойдо или вай, тоже здесь можно, частицу ле. Ле, она вообще у нас, помните, в разных формах употребляется, когда много, когда форма ти. Ойдоле мыном, да, то есть ойдоле, частица во множественном числе плюс будущее время. Здесь иногда в разговорной речи еще могут в конец добавить е, е, не знаю, что это обозначает, то есть е ойдоле мыноме, может быть, указание на множественное число, опять-таки, в каком-то виде.
И отрицательная форма тоже строится частица ойдолы плюс форма будущего времени в отрицательной форме. Да? То есть вот это про будущее время. То есть смотрите, витины ждать. Да? Ойдо витем, давай подождем. Давайте подождем, когда нас много, ойдоле витем. Лештыны делать. Ойдоле лештом, давайте мы с вами сделаем. Ойдоле лештом, давай мы с тобой сделаем. Да? Или глагол малпаны, да, думать второго типа. Ойдо малпалом, давай подумаем. Или ойдо умалпалы, давай не будем думать. Давайте с вами вместе подумаем. Ойдолы малпалом, ойдолы умалпалы. Давайте подумаем и давайте не будем думать. То есть еще раз, да, запоминаем, что вот форма, конструкция побуждения к действию в удмуртском языке строится ойдо или во множественном числе ойдолы плюс будущая форма. Либо утвердительная, либо отрицательная, но никак не начальная форма, как в русском языке, да, именно будущая форма. Умой. Дальше вот такая тоже сводная таблица, показать вам, что в удмуртском языке вот эти суффиксы, показатели времени и лица, они очень часто повторяются, встречаются одни и те же буквы, да, и они повторяются как в глаголах, так и в существительных, то есть притяжательные суффиксы и суффиксы показателей лица и числа, они очень часто совпадают, да, и здесь очень хорошо вот то, что на одном из занятий предложили медуза, то есть для первого лица характерна буква М, мы-ды-зы. Во множественном числе мы-ды-зы, в единственном числе у нас очень часто мы-ды-зы. Мы в первом лице единственного числа бывает, что выпадает, то есть она бывает, что не во всех формах встречается, как, например, в настоящем времени ее нет, в прошедшем, в будущем нет. Но она у нас всплывает в суффиксах падежных, в притяжательном склонении. Вот. Да? Дальше, раз мы уже говорим о глаголах, мы посмотрим с вами суффиксы глаголов. И здесь я не могла обойти стороной категорию притворности, категорию притворной модальности глагола. То есть как за счет суффикса одного сделать вид, что ты делаешь что-то. Да? Значит, здесь, чтобы выразить, вот притворяться, делать вид, что мы что-то делаем, но при этом не делаем, есть два способа. Есть синтетический, да, за счет суффикса «ящик», и есть аналитический за счет дополнительных слов, отдельных слов. Да. Синтетический за счет суффикса «ящик», он, как правило, употребляется южанами, южный вариант. Да. Аналитический, он больше северными удмуртами употребляется. Возможно, что я не знаю историю с суффиксом «ящик», возможно, что в татарском языке есть подобная конструкция, и вот поскольку южные удмурты попали под большее влияние татарского языка, нежели северные, да, которые под больше русское влияние попали, возможно, что это заимствование из татарского языка. Не знаю, может быть, в марийском есть тоже такая категория. Итак, что у нас происходит, да? То есть вот смотрите, этот ящик вклинивается между основой и суффиксом начальным, ну то есть инфинитива. Вот ужам ящкны, делать вид, что работает, да? То есть, например, выджем ящкны, делать вид, что читать, да? То есть это начальную форму мы сделали, а дальше мы после ящик можем ставить уже лично притяжательные суффиксы, не лично притяжательные, а суффиксы лица и числа. Например, выджем ящкишко, я делаю вид, что я читаю. То есть выджишко, я читаю что-то, да? А выджем ящкишко, я делаю вид, что я читаю. Например, вас кто-нибудь спросил, мартом каришко, выджем ящкишко.
это может даже не говорить о том, что вы делаете вид, что читаете, а вы почитываете, ну так, немножко несерьезно это действие выполняете. То же самое, вот эта форма может использоваться в разных временах. Например, в прошедшем времени, да, я делала вид, что читаю. Здесь у нас настоящее время плюс вал, частица. И в целом это будет обозначать длительное прошедшее действие. То есть настоящее время плюс частица вал, это сложная форма прошедшего времени, она указывает на длительное действие в прошедшем времени. Если вы хотите сказать просто кратко, я делал вид, что читал, да, то есть кратковременно, что-то быстрое, использовать только простую форму прошедшего времени, мон выджем яшки. То есть я читал мон выджи, я прочитал, мон выджем яшки, я делал вид, что читал. То же самое с будущим временем, вы можете эту форму с ящик поставить в будущую форму. Выджем яшко. Я буду делать вид, что читаю. Ну, это как бы логически уже странный, конечно, но грамматически это абсолютно верная форма. Аналитический вариант, что вы используете отглагольное существительное плюс глагол карны, либо каришкны, либо аналскны. Вот у нас, например, на севере в Болезинском районе, и в частности в моей семье, мы используем форму ужам уле аналскны. Буквально аналскны – это облениться еще, да, опуститься в каком-то виде. То есть это не прям вот чистое значение глагола лениться, аштемьяшкны, а аналскны – опустились руки, да, что-то вот прям не идет. И ужам уле это после лог под, ну, наверное, буквально можно сказать опуститься под, как бы сделать вид, что ты вот это делаешь, это опуститься до такого уровня, можно вот так, наверное, сказать. То есть, смотрите, либо мы используем южный вариант за счет суффикса «ящик», либо мы используем отглагольное существительное, вот действие, которое притворное, мы его ставим в отглагольную, делаем отглагольным существительным, потом ставим после лог уле, он всегда фиксированный, и отглагольное существительное тоже фиксированное, никаких не надо добавлять притяжательных суффиксов, и глагол аналскны будет меняться по лицам, числам и временам. Да? Вот. То есть это такой один из суффиксов ящик, который, ну, достаточно уникальный, на мой взгляд, по крайней мере, по моим сведениям, вот в нашем ареале. Если это не так, скажите, пожалуйста, если он в коме, в малийском, в татарском, если кто знает. Вот. И плюс еще мы сейчас с вами возьмем тоже 3 суффикса. Понудительный залог или каузативные глаголы для тех, кто знает венгерский язык, это точно есть в венгерском языке. Более того, это тот же самый суффикс «т» и его вариации двойная «т» и так далее. Вот, не знаю, в других финно-угорских языках есть каузативные глаголы или нет. Суть его в чем? В том, что за счет одного суффикса, фактически одной буквы, вы заставляете кого-то что-то сделать. Да? То есть сылыны – это стоять. То есть мон сылышко, я стою, да, я сам выполняю это действие. И как только мы добавляем суффикс «т», сылытыны, мы уже кого-то заставляем стоять. То есть мон сылышко, мон сылытышко, я заставляю стоять. Тоне, например, тебя. Ужаны – работать. Мон ужашко – я работаю. Ужатыны – заставить работать. Мон ужатышко – я заставляю работать. О, мон тоне ужаты – я тебя заставила работать. Да? То есть это даже может быть не в значении, вот вы прям что заставили кого-то и под гнетом, да, там кто-то под палкой что-то делает. Монтоне ужаты может быть значение, что вы кому-то дали какое-то задание, и он делал вот это задание.
но вы прям его палкой не гнали, просто озадачили этого человека, то есть дали ему задание. Но насилия тут нет. Ужамяшкытыны. Видите, тут можно даже притворный глагол с суффиксом притворности поставить в форму понудительного залога. Ужамяшкытыны заставить притворяться, что работает. Монтуне ужамяшкыты. Да, я тебя заставила делать вид, что работаешь. Ужамяшкны делать вид, что работаешь. Или вот эта форма понудительного залога сейчас все чаще вытесняется глаголом косыны, заставлять. То есть инфинитив плюс глагол косыны, и косыны будет меняться по лицам, по числам, по временам, идентичен вот этому суффиксу «т», и, наверное, под влиянием русского языка вот все больше вытесняется этот понудительный залог, хотя есть такие формы глаголов, которые даже не воспринимаются как понудительный залог, мы еще их посмотрим, да. Например, дышетыны учить кого-то, да, заставлять кого-то учиться. Вот. Дальше. Возвратные глаголы. Да, мы с ними уже сталкивались буквально на первых занятиях, когда у нас была проблема дышетскыны учиться и дышетыны учить кого-то. Да, и то же самое было выджины читать что-то и выдишканы читать. Да, то есть возвратные глаголы не могут иметь объекта. Это не переходные глаголы. То есть у них не может быть рядом существительного в аккузативе, в винительном падеже. Возвратные глаголы я читаю как процесс, я кушаю как процесс, потому что действие, ну, как бы, скажем, циклично, зациклено на мне, что ли. Дещаны надеть что-то, одеть что-то. И дещашкны одеваться, суффикс «шк», да, от слова «дищ» – одежда. Ушьяны хвалить кого-то. Монтоне ушьяшко, да. Ушьяшкны хвалиться, мон ушьяшкишко, да, я хвалюсь. Чупаны целовать кого-то, чупашкны целоваться. Буйгатыны успокаивать кого-то, переходный глагол, да. Буйгатскны успокоиться, я сам, например, успокоился. Баштыны купить, башьяшкны закупаться, да? Леканы жалить, бодать кого-то, лекашкны жалить, бодаться. То есть вот это возвратные глаголы. Да? Из возвратных глаголов, смотрите, щины, самые, наверное, часто встречающиеся. Щины, например, шит щины, есть суп. То есть с глаголом щины всегда будет какой-то объект. Если этого объекта нет, то мы должны брать возвратный глагол. Щичкны. Тон кущичко. Ты когда будешь кушать? Когда нет объекта, да? Тон шит кущит. Ты когда ел суп? Да, дышетыны. Учить кого-то. Переходный глагол. Дышетскны. Учиться. Да, здесь я неправильно сказала, что это дышетыны, это не понудительный, а это просто глагол. А вот дышетскны – это возвратный глагол. Лыджины – это читать что-то, должен быть объект. Газет лыджины, книга лыджины, яратышко. А лыджишкны – это как действие, процесс. Мон лыджишкны яратышко. Я люблю читать. Да? Это вот про возвратные глаголы. То есть там, где есть ск, да, и не путайте ее с формой ишко, не путайте с суффиксом ишко, да, мон лыдишкишко, я читаю, вроде бы двойная шк, но одна будет возвратность указывать, а вторая суффикс настоящего времени первого лица, да, мон, сейчас вам специально напишу, мон лыдишкишко, я читаю, да, то есть вот это шк одна, вот это в центре, шк, это возвратность, а ишко это уже в настоящее время первое лицо.
Шишкны, мон шишкишко, то же самое, ми шишкишко мы, да, то есть шк, которая в центре, это у нас возвратность. Мнишко мажвань. Еще у нас один суффикс, на который я хотела обратить внимание, и я о нем говорила на позапрошлом, наверное, занятии, получается, когда мы проходили сложные формы прошедшего времени. Смотрите, это суффикс «лы» и «ля». Его обожают северные удмурты. Они могут двойную, ну, то есть даже там, где уже вроде бы многократность показали один раз, мы можем еще раз добавить. Итак, смотрим. Смотрите, гоштыны написать, гожьяляны писать многократно. Хотя глагол гожьяны, смотрите, вот глагол гожьяны и глагол гоштыны. Да? Гожьяны – это уже многократность. Гоштыны один раз написать. Но вот нам, северянам, не хватает, нам надо еще добавить эту многократность, поэтому гожьяляны писать многократно. Малпаны – думать, малпаляны – размышлять. Но здесь уже и, по-моему, и южане этот глагол употребляют, малпаляны, то есть он уже немножко другое значение имеет. Или вот это, да, типично северные такие варианты, вераляляю, вот это ля-ля. То есть вераляю уже один раз ля сказали, я же уже говорил, но северянам надо еще раз добавить вераляляю, и вот это ля-ля-ля встречается у северных удмуртов именно. Дальше вот в связи с чем, да, всплывало у нас это многократное действие, что у нас есть форма, сложная форма прошедшего времени, гожьявоз, вал, там, где будущее, гожьявоз, плюс частица вал или вылэм, в зависимости от того, это очевидное, неочевидное, вы были свидетелем, не были свидетелем этого события в прошедшем времени, и оно указывает многократность. Что-то регулярно, многократно происходило в прошедшем времени. Но вот северяне, например, вот этому сложному времени предпочитают поставить обычный глагол суффиксом «ля», «гожья-ляс». Да? Он писал в прошедшем времени многократно. «Гожья-ляс» абсолютно идентичен под конструкцией «гожья-лоз-вал». Угу. То есть вот мы с вами взяли, конечно, этих суффиксов больше, но вот эти наиболее часто встречающиеся, наверное, да, и которые у нас в каком-то виде всплывали, плюс чем-то интересно, да, как, например, принудительный залог суффикс «т» или как суффикс «ящик», который указывает на притворность действия. Да, вот эти 4 суффикса. Угу. Я вам в качестве домашнего задания отправлю предложение, но это прям вот взрыв мозга может случиться, поэтому я вам, пожалуй, добавлю перевод этих предложений. То есть здесь задача будет какая? Например, вот возьмем, да, пример один. Пукыны – сидеть, пукщины – сесть, пуктыны – суффикс «т» понудительный, да, кого-то посадить, пуктытыны – кого-то заставить посадить, ну, например, цветок, да, там, ну, мы тут, например, посмотрим, и пукщитыны есть возвратность, да, вот это щи, сесть, как бы что-то сделать самому без объекта, и кто-то заставил сесть, потому что есть суффикс «т», да, то есть пукны – это просто стандартный процесс сидеть, пукщины – сесть, как бы движение, и пуктыны кого-то, да, то есть вот этот суффикс «т» указывает, что кого-то мы заставили сидеть, пуктыны кого-то заставили посадить, и пукщитыны кого-то заставили сесть, да. Например, «Мон джекщерын гожьящкса», я за столом сижу писая, ну, в процессе написания, да. То есть здесь будут стандартные пукны. «Мон джекщерын гожьящкса пукишко». Сейчас я допишу. Пукишко.
Угу. Дальше. Куноме джокшеры бла-бла-бла эти. Я пригласил своего друга за стол сесть. Да? Я пригласил сесть. Логично, что тут у нас будет пукщины. Да, потому что пригласил сесть. Эше паймытыса моне пукон выле. Мой друг с удивлением меня на стул посадил. Да? То есть здесь пуктытыс, скорее всего, или эше паймытыса моне пукон выле пукщитыс. Заставил меня сесть. Пукщитыс. Сейчас посмотрим по принципу исключения. Джек выле щион юон пуктыны, да, здесь Джек выле вазан щачканы пукты. Джек выле щион юон, тут будет обязательно с пуктыны, но тут вот непонятно между двумя последними. Джек выле щион юон, ну, допустим, пукте, да, поставьте. Джек выле вазен щачка, но пуктытис, например, да. Сейчас объясню. Джек выле щион юон пукте. Поставьте еду на стол. Да, вот, например, мама говорит детям, поставьте еду на стол. И Джек выле вазен щачка, но пуктытис. А вот здесь уже указывается на то, что мама заставила поставить. Да? То есть мама заставила поставить даже вазу с цветами на стол. Да? Я вам дам перевод предложений, и тогда вам, надеюсь, будет легче. То есть смотрите, да, главное, обращайте внимание даже на саму форму, в которой уже подсказка будет. Там, где есть «т», там требуется объект. Либо заставить кого-то, либо что-то, да, поставить на стол или еще там что-то. Вот, если там щ, шк, да, возвратность, то тогда у нас не может быть объекта. Угу. Умой. Мешком ажа. Это у вас будет домашнее задание. Его, естественно, делать при желании. Если кому-то очень тяжело, то отбросьте, потому что тут действительно очень сложные предложения, особенно как бы они выдернуты из контекста, может быть, не очень понятно. Вот. Ну и по просьбам, да, вы хотели сложное предложение. То есть мы с вами сейчас все время рассматривали компоненты простых предложений, там где причастие, существительное и так далее, подлежащие глаголы. Сейчас мы посмотрим, как вот эти два простых предложения, каким образом соединить. Вообще это чуждое, сложное предложение финно-угорским языкам были чужды, ну, может быть, и русскому языку в свое время. Вот, и под влиянием, насколько я знаю, и в венгерском тоже языке, под влиянием славянских языков все больше вот, вторгаются вот эти сложные предложения. Потому что тот же самый удмуртский язык, он предпочитал какие-то отглагольные конструкции, как, например, деепричастие. Да, и мы сейчас на конкретных примерах это посмотрим. Вот здесь я выделила наиболее часто встречающиеся союзы, которые употребляются для создания, для формирования сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. Ну, тут, по сути, одно только изъяснительное, то есть одна форма только сложносочиненного, вот все остальное сложноподчиненное предложение. Итак, смотрите, тут будет несколько категорий. То есть категория причины, почему, да. И сейчас мы прямо на примерах разберем. Тут вот такие союзы, как «малыке шоно», так еще и передача на удмуртском телевидении называется. «Малыке шоно» всегда будет в центре предложения. «Убощ убо», так как, ибо потому что очень часто встает в конец предложения. Да, сейчас посмотрим на конкретном примере. То есть «малыке шоно» не может стоять в начале предложения, не может стоять в конце,
а именно в середине. Уго чаще в конце. Сложно подчиненные времени. Здесь, помните, я вам говорила, что есть вот эти куке, которые в удмуртском языке можно заменить деепричастными оборотами. Да? Но тут вот помните картинку, где кошки нависают. Куке, тон, сай, кашкот, когда ты просыпаешься, да, под влиянием русского языка и вот этих мемов особенно, удмуртский сегмент интернета полон таких калькированных вариантов, где употребляется ку или куке. Да, вы здесь можете еще увидеть такие варианты куке, когда, и соку, когда, да, то есть куке – это когда, соку – это тогда. Везде есть часть, фрагмент, деталь ку, которая указывает на время, когда. Да. Дальше бере, после того как. Бере, вот если это речь о сложно подчиненном времени, будет в форме отглагольного существительного, то есть суффиксом «ем». И дырья, да, когда, пока, дырья от слова дыр – время. Дальше условные. Здесь у нас союз ке, если, и бере, значение если, раз, поскольку, но здесь будет с глаголом. То есть значение времени бере было с глагольным существительным, а в значении условия здесь будет глагол. Может быть в разных формах, прошедшее, будущее и так далее. Да? Изъяснительное шуса. Буквально это деепричастие говоря, от глагола шуны сказать. Да? И очень часто сейчас в удмуртском языке оно заменяется русским союзом что. Мон малпай, что тон кто. Да, вот это что очень часто сейчас уже всплывает. В принципе, это предложение чуждо, да, конструкция сложная, два предложения, сложное предложение, чуждая конструкция, но уже и чуждо употребление союза что, то есть уже как бы двойной процесс, второй этап уже идет, русификация, скажем так, да, то есть следующий этап уже просто вставить вместо простых предложений русские фразы и все. Уступительное, да, кено, хотя, ожикенно, хотя и или несмотря на то, что. Сейчас мы все в отдельных предложениях рассмотрим, просто хочу, чтобы вы целиком видели картину. Дальше сложно подчиненные цели. Здесь нам в помощь повелительные формы третьего лица. Мед плюс будущее время, да, или медам, или медас плюс будущее время. Да, это помните у нас для третьего лица утвердительная, отрицательная форма. Мед плюс шуса, чтобы, да, что-то там. Или отрицательном виде это будет медас, медам, ба-ба-ба, шуса. И еще одна форма, еще один вид сложно подчиненного – это следствие. Да? Сложно подчиненное следствие. Соимик, поэтому, да, то есть смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 сложно подчиненных мы возьмем и одно изъяснительное с союзом шуса что. Итак, посмотрим на конкретных примерах. Итак, вот, сложно подчиненные времени. Тут не удивляйтесь моим примерам, они взяты большей частью из мультфильма «Моко но Боко». Ссылка на мультфильм я вам дала вот здесь в презентации на первую серию, потому что здесь предложение на основе первой серии сделано. И есть отдельно текст у меня набит, транскрипция этого мультфильма. То есть, да, забегая вперед, это будет ваше домашнее задание, тоже такой уже уровень достаточно продвинутый. Ваша задача, точнее, как я предлагаю вам это сделать. Я вам предлагаю сначала посмотреть мультфильм. Вообще этот мультфильм в 3 сериях. То есть мы смотрим сначала, вы смотрите первую серию без того, чтобы смотреть текст. То есть вы просто смотрите на картинку
и слушайте речь, пытайтесь узнать какие-то незнакомые слова. Второй раз вы слушаете и смотрите уже текст, да, транскрипцию того, что они говорят. И уже пытаетесь понять по картинке и по тексту, что вам знакомо. Да? То есть, может быть, вы какие-то вещи не расслышали после первого раза, но при помощи текста вам уже это легче дается. Вот. А третий уже вы пробуете перевести. Перевод на русский я тоже приложу, то есть вы можете сами себя перепроверить, все ли вы правильно поняли, перевели. Если будут какие-то вопросы, непонимания, то смело пишите мне. Вот, итак, да, такое отступление вот было. И смотрим конкретное предложение. Сложно подчиненное времени. Комак выжулыш потем бере, мокосое машинены змырджис. Да, здесь потем бере. Видите, когда у нас бере союз в значении союза времени, то он используется с отглагольным существительным. Буквально это будет после выхода. Да, то есть крыса после выхода из-под пола, Моко ее сбил машиной. Да, то есть если буквально потом бере, это после выхода. Высунулась, да. И вот, как я уже сказала, по кейку идентично деепричастному обороту с ку. Дальше, условное. Ке, если или бере с глаголом. Коркае суцкис бере, моко выль уонинты учаны кошкис. Раз его дом сгорел, Моко ушел искать новое место жительства. Здесь уже у нас глагол. Да? Если вы скажете для сравнения, да, коркае суцкем бере, Моко выль учаны кошкис. Моко ушел искать новое место, когда, ну или буквально после сгорания его дома. А здесь у нас Моко ушел искать новое место. Почему? При каком условии? Потому что сгорел его дом. Да, условие сгорел его дом. Вот. История про двух домовят, про Моко и Боко. Поэтому, тут вот забегая вперед, про мультик, да, говорю. Комакьос корка по языке ванщионес шисабтозы. Ке, да, и вот в удмуртском, видите, ке стоит в конце. И мы начинаем в русском переводить с ке. Если крысы зайдут в дом, они доедят или съедят подчистую всю еду. Это вот условно. Причины малке шоно угощ уго. Воко моко есть доразотис, малке шоно солог назмазмытва. И абсолютно идентичное по значению предложение, но с другим союзом. Боко моко есть доразотис, солог назмазмытвал угощ или уго. Да? То есть Боко позвал Моко к себе, так как ему одному было скучно. То есть либо вы малке шоно вклиниваете между двух предложений, либо угощ уго ставите в конец второго придаточного предложения. Да? И смотрите, в удмуртском языке вот эти придаточные, эти сложно подчиненные причины можно было бы легко заменить деепричастиями, которые мы с вами проходили. Боко огназ мазмеменыз мокоез доразатис. Посмотрите, одно слово мазмеменыз по причине своего скучания. То есть мы одним целым словом могли заменить придаточное. Но под влиянием русского языка мы делаем придаточное, мы делаем сложное предложение, потому что так проще, да, то, что есть в русском языке, нам проще воссоздать в удмуртском, хотя изначально всегда было иначе, да, просто сейчас русский превалирует, поэтому он имеет несомненное влияние на удмуртский язык, и грамматические категории, формы утрачиваются, меняются, заменяются и так далее. Да, это вот у нас сложно подчиненные причины, которые могут быть заменены без каких-либо потерь более компактными деепричастиями.
Дальше сложно подчиненные цели. Да, здесь мы употребляем мед плюс будущее время шуса, то есть, по сути, это повелительное в третьем лице, и медас, медам в отрицательном, чтобы не. Так, почему у меня здесь нет предложений? Сюда они перебежали. Моко комакез машинайны змырдже сомет перджос шуса. Тут вот у меня настоящее время написано. Ну, окей, ладно, исправлю потом в презентации. Моко врезается своей машиной в крысу, чтобы она убежала. То есть мет перджос, пусть убежит. Да? Вот эта форма повелительная. Мет перджос, пусть убежит. А мет перджос шуса, чтобы убежала. То есть нам надо еще в придаточном компонент шуса в конец поставить, чтобы была правильная такая конструкция. Аддишкны шуса дорадылык ты. Видите, за счет вот этого шуса мы можем как бы сделать такое предложение, как инфинитив плюс шуса. Я пришла, чтобы повидаться. Буквально это можно перевести через деепричастный оборот. Говоря повидаться, я к вам пришла. То есть шуса здесь можно и как деепричастие воспринять, да. Я же пришла с вами повидаться с мыслью, говоря, что повидаться, да. То есть я к вам пришла с мыслью, со словами повидаться. Мон вайнзе вапи, солы медас кылюшуса. Я все спрятал, чтобы ему не досталось. То есть здесь мы используем отрицательную форму повелительного наклонения, медас кылю, пусть не останется, плюс шуса союз. Уступительный кено, ожи кено, моко юртема кено, покосуе коркаш угулля. И то же самое, да, только с другим союзом. Моко юртема, ожи кено, покосуе коркаш угулля. Хотя моко и шалит, боко его не выгоняет из дома. В чем отличие? Да, вот союз кено – это хотя, и он стоит в основном предложении, да, в конце. А ожи кено стоит в начале предложения, но придаточного. Здесь опять позиция отличается. Позиции я тоже пропишу вам, чтобы было легче воспринимать. Вот, дальше изъяснительное, да, шуса, моко, ну это у нас вот даже немножко отсылает нас в форме медас или шуса, да. Моко малпас боковен юрискур шуса. Боко подумал, что Боко сердится на него. То есть очень часто сейчас вы встретите Боко малпас, что боковен юрискур. Да, потому что в русском же языке что идет сразу в начале придаточного, поэтому удмуртский тоже уподобляется русскому и заменяет даже этот союз шуса, который, в принципе, уже заимствованный, еще на более аутентичный русский, скажем так. И дальше вот сложно подчиненное следствие, соиник, поэтому. Удмуртнал пиос, одно и канай кылынызы выжикыльёс выджины куле, соиник баштишки книга борды. Удмуртские дети должны читать сказки на своем родном языке, поэтому я взялась за книгу. Соиник, да, поэтому стоит тоже в начале придаточного предложения. То есть никак мы его не можем переставить в конец. Вот, еще несколько предложений. Смотрите, здесь я, наверное, только отдельные, на отдельных остановлюсь. Да. Когда я выходила из дома, начал идти дождь, поэтому я зашла обратно домой. Коркаш потыкум, зорный куцкис, соиник берен, берлань коркапыри. Когда я выходила из дома, русская калька была бы куке коркаш поты, куке, да, через куке. Но у нас есть красивый удмуртский язык, красивые деепричастные обороты. Давайте пользоваться ими. Или
я зашла домой, потому что пошел дождь, да, то есть соимик, поэтому мы же можем объяснить и через причину, то есть следствие, как бы причина, значит, была, и эту причину мы можем опять-таки через деепричастие показать. Коркаш потыкум, зорыны куцкемен, берем или берлань коркапыри. Зорыны куцкемен по причине начала дождя. Да? То есть абсолютно идентичные по значению, просто вот второе предложение, там, где деепричастный оборот, это еще более удмуртская конструкция. Вариант с куки я вам даже письменно не даю, потому что это абсолютно калька с русского языка, стараемся их избегать. Хотя на улице нельзя ходить без маски, много дорог без них ходит. У рамын, да, южный вариант, или педрон, более северный, маскатек ветвуну увьяра кено, троскалы сотек ветве. Здесь вы могли перефразировать и сказать маскатек ветвуну увьяра ожи кено, но несмотря на это, троскалы сотек ветве. Добавлю вам тоже это, чтобы были обе формы. Когда я ем шанги с картошкой, я вспоминаю свою бабушку, так как она пекла для меня каждую неделю, когда я летом жил у нее. Да? Здесь вот, смотрите, пекла, здесь можно и так, потому что здесь нет объекта, но он был в предыдущем предложении, поэтому либо пожены, печь, выпекать, что-то конкретное, переходный глагол, либо пожищканы, выпекаться, то есть когда не переходный глагол, возвратный. Да? Когда я ем шанги с картошкой, когда, вот у нас деепричастный оборот с суффиксом ку, картошен шанги щику, я вспоминаю свою бабушку, пищанайми тудам вайшко. Малыке шоно так как, да, соарнялы буде пыжишкылозвал или пыжишкылевал, мон содорын улыкон. Да? Здесь пыжишкылозвал, опять-таки, многократное в прошедшем времени, будущая форма плюс вал, или пыжишкылевал, тоже прошедшее время, сложная форма, но такая более южная, потому что здесь у нас суффикс многократного действия, пыжишкылыны. Вот, остальное, надеюсь, что все понятно. То есть вы здесь малыке шоно вы могли заменить на угощ. Пищаная методом вайшко суарнялы буде пыжишклевал угощ. Да, в конце ставим мон судовым улыком. Дальше, хотя сегодня погода теплая, но ветер холодный. Хотя, да, тунне куаль шунит кено, то лыске жит. Кено у нас здесь стоит союз. Вы еще потом дома еще раз посмотрите союзы, еще раз почитайте предложения, разберитесь. И я вам пришлю предложение, в домашнем задании будут предложения на русском языке, которые надо будет перевести на удмуртский язык, и вы сами себя сможете проверить, опять-таки. И это будет сложное предложение, тема. Смотрите, но ветер холодный, да, тылыз. Вот очень часто почему-то в удмуртской речи говорят его ветер, тылыз. Возможно, что имеется в виду ветер погоды, куаж, да, как божества какого-то. То есть разговорной речи очень часто скажут тылыз. Если выйдет солнце, будет теплее. Шунды потиске условия, да, если шунадгесот будет теплее. Когда выходит солнце, становится теплее. Шунды потыку шунадгесот, когда, да, поэтому ку. Мы посадили цветы перед домом, чтобы было красиво. Ни корка аже или коркамы аже, тут можно было добавить лично притяжательные суффиксы. Щачка мертимы или пуктимы метчебер воз шуса. Да, здесь, чтобы было красиво. Мед воз, пусть будет и шуса, чтобы. Да, еще несколько примеров. Держи кошку, чтобы не сбежала. Хочешез войш медам пегджи. Да, медам пегджи, чтобы не сбежала. Здесь, видите, шуса, в принципе, можно и опустить. Медам пегджи шуса. После того, как похолодало, я вытащила свое теплое пальто и варежки. Здесь
После того, как похолодало, когда, да, вспоминайте, если у нас бере указывает на время, то мы делаем отглагольное существительное плюс бере. Если условие раз похолодало, то мы делаем глагол плюс бере. Quaștejițkem bere monșnăt paltomenu pojme potpi. Quaștejițkis бере гур эстоно или эстоно куре. Да? Раз похолодало, надо топить печку. Раз твой дедушка любит рыбачить, ты, наверное, знаешь название всех рыб на удмуртском языке. Пищатая чурганы ярате бере, да, раз, условие, глагол плюс бере. Тон ванчка гьоса еще дмухнем йосет, то дышкот дыр. После того, как проснешься, позвони мне. Когда, да, то есть здесь у нас про время, поэтому отглагольное плюс бере. Султемет бере или султен берат жингыртамуным. Вот это уже у нас неоднократно встречалось, я уже тоже упоминала, что в удмуртском языке после логи могут присоединять лично притяжательный суффикс. И он будет похож на суффиксы локальных падежей где и куда. Раз ты проснулся, вставай уже. Здесь условие, поэтому сайкат бере, таре султани. Да? В разговорной речи очень часто мы табере сокращаем до таре. Собере потом сокращаем до сере. Умой. Да, то есть дома надо будет перевести предложение сложное, проверить себя, как вы усвоили этот материал. Но прежде чем переводить, еще раз все это посмотрите, чтобы лучше отложилось. Дальше. Вот две темы, которые помогут вам сойти за своего. Так называемые редуплицированные подражательные слова, то есть двойные, повторяющиеся. И, как правило, эти слова указывают только на какой-то один звук. То есть они узкого употребления, только в одном единственном контексте, как правило. То есть только с несколькими глаголами из этого контекста. Что я вам предлагаю сейчас сделать? Да? Аспоннадми. Ваша задача сейчас найти пару. То есть смотрите, здесь выписаны вот эти слова пало-пало, тустас, карены, пуштыр-пуштыр. То есть вот эти редуплицированные, двойные вот эти слова, которым надо найти русский перевод, который соответствует им. Гань-гань, пыс-пыс, гдыр-гдыр, чиры-пыры, рос-прос, ури-бери, дымбыр-дамбыр и близкое там по значению дыбыр, потом разберем, чиль-кваль, тишташке, жаль, жаль, зоре. Ну, тут есть уже некоторые подсказки, потому что иначе даже нет смысла у этих слов. Суч-суч, да? То есть вот ваша задача попробовать почувствовать, какой звук они могут передавать. То есть какой звук или что, какое явление могут передавать вот эти двойные, сдвоенные слова. Какие-то, может быть, корни вам знакомыми покажутся. Где-то вам покажется не корень, а сочетание звуков вам покажется, что это именно вот для этого звука характерно. Да? Ну что, давайте оскалтом, ой, давай оскалтом, вон пиледлы, еще только минут, 2 минуты я вам дам. Попробуйте немножко поразмышлять, пофантазировать, что это может быть. Ужачком с уберезкером. Сейчас все вместе работаем, а потом проверим. Да, то есть русский перевод там в соседнем столбике. Жен ойдовескером. Давайте мы с вами проверим. Так, пало-пало, да, слово пал – половина. Пало-пало пыдвыл кутчашке.
разные носки надела, оказывается, разные про парную одежду. То есть, помните, у нас, по-моему, было даже предложение «пал сапег», «пол сапога», что буквально означает один сапог, да? То есть, если, например, кто-то одел разные носки, то мы говорим «пало-пало носки кучам», «пало-пало кудвыл кучам», да? И так далее. Тустас карны, разбазарить, растащить. Да? Ванюк шуэс тустас кариллями. Все деньги уже растащили. Пуштыр, пуштыр. Это у нас было в песне на сослагательное наклонение пышно. Да, процвести, про растение обычно. У меня в диалекте есть еще пуштыр-паштыр. Пуштыр-паштыр – это пышный, но в плохом значении взлохмоченный. То есть пышный настолько, что неупорядоченный. Про волосы обычно говорят. Или про какие-то вещи разбросанные пуштыр-паштыр. Кажан-элен укнулась, пуштыр-пуштыр джутышкасал. Да, это у нас из песни. Гань-гань. Мне кажется, это уже у нас всплывало, но вот здесь вот само слово... Мне кажется, отсылает нас к этой вальяжности. Гань-гань, диван былын. Да, хочешь диван былын, гань-гань килле. Вальяжно кот лежит на диване. Очень часто употребляется вот гань-гань. Пыс-пыс. Мне кажется, вот здесь звук да, усыпляет прям. Нуны пыс-пыс иже. Ребенок посапывает. Пыс-пыс иже, да. Тихо посапывает. Гыдыр-гыдыр. Удмучамен гыдыр-гыдыр гарашка савали, душевно, вдоволь. Это вот большей частью северное слово, поговорил бы по-удмуртски сейчас вдоволь, гыдыр-гыдыр. Чиры-пыры, прекрасное слово, пыры – это крошка, чиры, у него уже потеряно значение, чиры-пыры – мелочи, чиры-пыры уж ее смело штыни. Уже сделал небольшие дела, да, или чиры-пыры, арбериоз, мелочи, какие-то украшения, аксессуары, например, да. Роспрос, сороспрос юаляшки, детально до мелочей. Не знаю, кто-нибудь смог разгадать роспрос или нет. Дальше, урибери, да, в одно время у нас был диджей урибери быжеса подпись. Убежал, сбежал, сломя голову. Дымбр-дамбр. Да? Дымбр-дамбр уже в самом слове скрываются вот такие звуки Д, М, Б, да, Р, такой грохот прям. Пуком дымбр-дамбр ущис. Или бускельмы дымбр-дамбр карса приз. Обычно отсылает к грохоту. При падении крупных предметов, или кто-то такой бежит с грохотом, да, вот как, например, сосед. И возможно, что они были образованы из одного слова «дыбыр» – «бегом», да, «ойдо дыбыр», «поезде умвуэ», «давай быстрее», «на поезд не успеем». Вот если вы даже скажете «дыбыр», «бегом», да, то есть уже это само слово побуждает бежать. Достаточно его даже сказать «дыбыр». Дыбыр. Угу. Чильквальк, киштачки, чильквальк. Мне кажется, уже тоже вот здесь в самом слове уже переливы какие-то. Чильквальк, да. Вушен дышон чильквальк, киштачки. Блестит с переливами вода на солнце. Ну и жаль, да, жаль. Ведра, или синоним ведра дурышка киште. Как будто с края ведра льется дождь, да. Тут не исключительно жаль борде, да, тут если человек плачет, тоже, в принципе, можно это слово сказать, но именно про жидкость, про то, как она течет, да, тут и степень, напор некоторый, и звук «ж», да, журчание передает. Суч, мон суч кот ми, вань бище пожирьямон, да, то есть я насквозь промокла. Представьте, что у вас сырая одежда, суч, она тяжелая, она на букву Ч такая, вот, какая-то вот тяжелая,
Ну, не знаю, мне тоже кажется, что суть, возможно, потому что я знаю значение, и у меня ощущение, что это слово передает ощущение сырой одежды. Вот. То есть этих слов безумно много в удмуртском языке. Более того, эти слова, например, с цветами, да, зеленый, белый, черный, такие звукоподражательные слова могут и с цветами употребляться, и они оттенок подчеркивают. Нет, это вот ачачач, то, что ты пишешь, Ксюша, я подозреваю, что это не ачачач, а ачачач. Ачачач – это вот когда что-то склизкое, в том числе сырое может быть. Ачачач типа, ой, противно, неприятно. И я думаю, что это от этого ачачач было образовано, но в первую очередь это не про промок, ну не то, что промокший, а про ощущение своей, что это неприятно. И именно ачачач соприкосновение с каким-то склизким, холодным, сырым, с чем-то, ну, например, лягушка, ачачач, да, или еда, такая склизкая, какая-то бесформенная, перетекающая, она тоже чуть-чуть. Вот, да. Вот, и еще одна история, это вводные слова или такие слова паразиты, которые тоже есть в удмуртском языке, которые вам помогут тоже, как сказать, суффиксом ящик в действии притвориться, что вы знаете язык прекрасно, да, то есть эти формы, они уже прям вот на достаточно высоком уровне употребляются, но вы их в речи безумно часто будете слышать, вот прям очень часто в разговорной речи. И есть такие вводные слова «пе» и «пы», да, у «пы» произношение либо «пы», либо «пэй», да, то есть вот в зависимости от диалекта, какая между ними разница. «Пе» мы употребляем значение «мол», когда мы передаем кому-то информацию от третьего лица. То есть здесь вот когда «пе» используется как минимум 3 участника. То есть я от кого-то услышала, и я передаю эту информацию кому-то. И я ссылаюсь на того человека за счет вот этого «пе». Да, например, сейчас, так, указка. Юрдышко шуэ, таракан йоспе, пыро пуртын, почтем щион палас. Да, остановимся здесь пока. Она говорит, брезгую. Вообще это текст Ашальчиоки, да, удмуртской поэтессы, но у нее были некоторые истории тоже. Вот я потом вам пришлю перевод на русский язык, пока пытайтесь просто вот так воспринять. Брезгую, мол. Тараканы, мол, заходят в ее еду. Да? Пе. То есть, смотрите, я кому-то пересказываю про то, что мне кто-то рассказал, да, откуда-то я услышала. Угу. Например, туннепе удмуртин куаш шунит. Если я скажу просто туне удмуртин куаш шунит, значит, я источник информации. Но если я это знаю от кого-то другого, то мы вставляем «пе». Мы можем не указывать источник информации, но вот это «пе» будет указывать на то, что отсылать к тому, что кто-то мне это сказал, не я источник информации. Туне удмуртин шунит пе. Говорят, мол, в Удмуртии сегодня тепло. Да? То есть «пе» употребляется значение «мол», когда мы передаем информацию от третьего лица. Мы не источник. В отличие от этого форма «пый» или «пэй», да, она отсылает к нам, к источнику информации. И она именно употребляется в предложениях от первого лица. «Мон шуи коняке пэй вырищко». Я сказала, что немного, мол, пишу. Да? То есть вот здесь пэй усиливает. Я ведь сказала.
Да, то есть обычно это еще вы можете сказать в ситуации, например, у вас кто-нибудь уже неоднократно переспрашивал, и вы говорите «тогда», да, тоже вот это «да», это такая присущая территории Удмуртии частица в русском языке, а в удмуртском вот она может, ну, мне кажется, немножко передает «бен пой», да, ну вот «пой» или «пой», тогда, так я же уже сказала, то есть вот это «пэй» уже отсылает к тому, что я же уже сказала, мол, да, или «эш я слышу еще моне пэй, вае суетачи». Я говорю, друзья, мол, сходите, приведите его сюда, да, то есть «пэй», в отличие от «пе», это для усиления моей позиции, да, моих слов. «Пе» мы передаем информацию от третьего лица, «пы» мы усиливаем свою позицию, свое предложение. Да? Вот. Надеюсь, что это понятно. И еще такой блок тоже слов, которые присущи удмуртскому языку, удмуртским спикерам. Да? Ярам. А пойдет, сойдет. Да, ладно. Ярам. Еще говорят, что удмурт скажет ярам, но на самом-то деле сделает по-своему. То есть ярам – это такая отмазка. Я ладно, да? Я ладно не, ярам сойдет, да? Ярам еще сойдет значение. Вот, второй еще такой близкий по значению. Ява, ладно, необычно, всегда употребляется только в вопросе. Ладно, например, ойдо тунне шичьем, давай сегодня суп поедим. Ява. То есть соответствует русскому ладно, просим согласия. И на это ответ я, ладно, либо вот алнашские как будто бы говорят ява. Но северян это вообще исключено. То есть ява у нас только в вопросах. Вот. И в утверждении ответом на ява только я может быть. Угу. Или дальше, например, да, вопрос я вижу. Откуда в удмуртском есть это дык, в смысле дык, я же сказала, от русского так. Наверное, но я вот дыгда, я слышала только у жителей Удмуртии и, по-моему, Пермского края. Вот. Здесь, в Москве, вообще не принято так разговаривать. Вот. Возможно, что это было калькировано из удмуртского языка, не знаю, почему так на той территории образовалась эта форма. Дыр. Да? Дыр мы с вами использовали значение время. Коня али дыр, сколько сейчас времени. Но у дыр есть еще и значение вводного слова, наверное. Но оно никогда не употребляется в одиночку. Оно всегда должно быть с каким-то словом и всегда после него. То есть никогда не будет стоять на первом месте это слово. Например, вы можете сказать «бендер». Наверное, да. Бендер. Бендер. Наверное, да. Или ожидер. Так, наверное. Так, наверное. Да? То есть дыр всегда стоит в постпозиции относительно слова, к которому относится. Наверное, я. Мондыр. Да? То есть дыр – это самое популярное вводное слово, которое указывает на сомнение говорящего. Да, его запомните, все остальные употребляются гораздо реже. И у них есть какие-то нюансы. У дыр таких нюансов нет. Марым. Марым – это прекрасное слово-паразит в удмуртском языке. Если вы не знаете какого-то слова в удмуртском языке, вы его заменяете словом марым. Причем марым может быть в любой форме. Это может быть глагол, существительное, прилагательное, наречие. То есть это вот как в венгерском easy, да, не знаю, в финском, в эстонском есть такие слова, паразиты, из которых можно сделать любую
любую грамматическую категорию, ну, похоже на русское слово «фигня», да, фигня, фигачить, не прям, не совсем так. То есть, например, мои родители могут общаться, если забывают слова. Маремез, маремадани. Да, сейчас я запишу. Мары прекрасно понимают друг друга. Маремез, маремад, они. То есть здесь, смотрите, вы видите слово «мары», которое поставлено в грамматические формы. То есть здесь маркеры грамматические. Маремез – это аккузатив с суффиксом «ес». Маремат от глагола мареманы, да, прошедшее время. То есть здесь у нас вот это слово, которое можно поставить и заменить им любой пробел. Да, и если вы его заменяете словом «марым», да. И я вам напоминаю, что наш учебник «Марым Леща» тоже именно так называется. Да? То есть «марым» нельзя перевести на русский язык вне контекста, потому что это всегда замена чего-либо. Леща – это тоже такое вводное слово, наверное, да? Но «марым» очень часто употребляется с «дыр». «Марым-дыр». Ну, марым, ну, вот это, наверное, то есть, когда вы не знаете слова, да, очень удобное. Да, то есть еще раз, вот ярам, ладно, сойдет, ява, ладно в вопросе, утверждение, ладно, я, да, дыр, это у нас вводное слово, наверное, и марым, это у нас универсальное слово, которое мы можем поставить в любую грамматическую форму. Вот. Итак, вот это все то, что я сегодня хотела с вами обсудить на заключительном занятии, 17-м уроке экспресс-курса «Удмуртского карантиндарья». Вот, гурте уж, домашнее задание, как я вам сказала, у вас будет посмотреть мультик «Моконо Боко» про двух домовят. Да, это удмуртская история. Здесь я вам приведу некоторые слова, которые вам не надо будет искать в словаре. То есть вот текст полностью дан. Мультик сам посмотрите в первую очередь, потом уже только с текстом работайте. Перевод я вам тоже дам. Дальше вам надо будет перевести на русский язык предложения, тоже их на самую проверку. И еще будет упражнение на суффиксы, но это вот прямо для тех, кто очень прям хочет разобраться с этими суффиксами, потому что там может быть очень тяжело, и чтобы у вас не опустились руки. Вот, значит, на этом наш экспресс-курс завершен. Я очень благодарю всех вас, кто все эти 17 занятий приходил на наши виртуальные уроки, участвовал. Вот я очень надеюсь, что для вас этот курс был таким началом погружения в удмуртский язык, в этот замечательный мир удмуртского языка, культуры, мифологии, литературы. Вот. Если у вас какие-то вопросы возникают, вы, пожалуйста, мне пишите, я всегда с радостью вам отвечу. Вот. Я всем желаю хорошего лета. Вот, я надеюсь, что второй волны коронавируса не будет, но если она будет, то ждите от меня курс для продолжающих, но в любом случае у меня планы есть, поэтому я с вами не прощаюсь, я думаю, что мы с вами еще встретимся непременно либо офлайн, либо онлайн. Вот, и, конечно, у нас все материалы сохранились в виде презентаций, в виде видеоуроков, поэтому вы в любой момент можете вернуться, что-то посмотреть. Если что-то не знаете, можете обратиться ко мне за помощью. Вот. И мне было очень приятно с вами работать. Спасибо большое. Было очень приятно получать от вас домашние задания. Было очень приятно получать от вас фидбэки, такие ответы. И
Да, в общем, спасибо вам большое. Таутиледвы баджим, вадимс фонна. Вот, Кейтос, да. И, в общем, да. Если вы хотите, я вам могу, как обычно в школах дают, домашнее чтение, да, на лето, я вам могу отправить тексты, которые, ну, скажем так, из детской литературы. Вот вы можете с ними посидеть, поразбираться. Вот в любом случае у меня в планах сделать что-то в текстовом формате, поэтому вы можете таким образом поддержать удмуртский язык вот в самостоятельном формате. В общем, ну, да, домашнее чтение, тогда я вам отсканирую, отправлю. Ну, все, наверное, немножко грустно расставаться и непривычно. Мы с вами со 2 апреля каждую среду встречались. Вот, ну, да, в общем, дечь, помещика точь. Да, до свидания, до встречи.